От ассортимента товара разбегаются глаза. Здесь собрано все лучшее для сотрудников силовых структур. На открытие специализированного магазина профессиональной экипировки и обмундирования прибыл глава республики. Рамзану Кадырову показали самое современное оборудование для спецподразделений. Это роботизированная система «Скоробей». Она предназначена для сбора оперативной информации в местах, которые наиболее сильно подвержены риску для сотрудников спецподразделений. То есть это нужно, вот, допустим, если захвачен, например, какое-то здание большое, там находятся шайтаны. Вот это передняя камера, вот. Передняя, задняя камера, камера слева, камера справа, так, и управление, вот она ведется. Мы запускаем туда робота, и он нам дает всю картину. Тут 4 камеры стоят по периметру. Любую камеру можно включать и, не заходя в помещение, уже знать, где находятся, располагаются шайтаны. Также, чем хорошо, его прям можно по лестнице спускать, он будет, даже если переворачиваться, камера все равно будет вставать в нужное положение, так как нужно. Зарекомендовал себя очень хорошо, уже много где была испытана, и вот она у нас здесь тоже в магазине представлена. Перчатки для разных полевых условий, боевые рубашки, спецодежда для снайперов, средства бронезащиты и приборы ночного видения. Это только часть предлагаемых товаров. Имеются в магазине и различные образцы вооружения с улучшенными характеристиками. Это во что может превратиться красавчик. Причем это еще не конечно, нам не все еще пришло, мы еще изменим здесь приклад. А так, это вот пулемет на все случаи жизни. То есть здесь есть и очень мощный осветитель со стробоскопом, с ночной веткой. А батарейки? Сколько вы держите? Долго держит. Вот эта батарея беспрерывно работает 4 часа. 4 часа беспрерывно работает. И очень мощно. Он бьет на 500 метров. 500 метров, 500 метров, да. Очень мощный. И он становится гораздо более удобным, насыщенным. И вот этот, например, дульный тормоз компенсатора, он уменьшает отдачу. То есть кучность его гораздо сильнее повышается. В наличии у продавцов и самые современные средства, которые существенно облегчают задачу силовиков при проведении спецоперации. Вот одна из последних разработок, очень серьезная вещь, она нужна для спецопераций. Свет очень мощный, если включить и направить на глаза, то можно сжечь сетчатку глаза. Он нужен для того, что, допустим, проводится спецоперация в каком-то большом, например, здании. Просто из-за угла ее вот выставил, направил как нужно и включаем. Свет очень мощный. Можно в режиме стробоскопа включать его. И он сразу деморализует противника. То есть противник уже не может просто вылезти. Во-первых, он себя засвечивает, во-вторых, ему вообще ничего не видно будет. А если они его даже и попытаются расстрелять, они себя демаскируют. И мы можем по ним четко работать. Вот это вот на сегодняшний день самые лучшие бронированные листы. Вот самые лучшие. Российского производства делаются всего год, но уже очень серьезных результатов добились. Вот стреляли сами. 12 попаданий с 5 метров пулемет Б-32 боеприпасы. И самый новый боеприпас, который еще пока ни у кого нет, кроме конструкторов, 739. На 100 метров пробивает 100% пробития со всех попаданий. БТР. Броня БТР одна сторона. 24 мм брони. А это держит? Это держится. Достань, пожалуйста. И что очень приятно, что это российское производство, нам никакие санкции не помеха. Вот это, допустим, израильское производство, вот плиты. 3 килограмма 200 грамм весит всего-навсего. Ну, сделано анатомически удобно для тела, то есть не квадрат просто, а уже специально разрабатывается. С учетом наших пожеланий. И что самое приятное, что по цене вот это вот наше дешевле получается, чем вот мы завозим израильское. Я очень много бывал, в Москве, везде, сразу. Такого я не видел. В магазине можно не только закупиться одеждой и спецсредствами для профессионального ведения боя, но и научиться его тактике. Специальные видеоролики, которые транслируются через мониторы, помогут в этом. Денежные средства на создание этого магазина были выделены из фонда первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Цель вообще и задачи, которые мы перед собой ставим, это не получение какой-то прибыли вот с этого места, а главной задачей, которую поставил Рамзан Ахматович по этому месту, это обучать наших военных. Аналогов данному магазину на Северном Кавказе нет вообще, даже близко, по своему наполнению, по насыщению и по объемам.
Данный магазин является один из самых крупных в России. Любому покупателю консультанты смогут помочь в выборе товара. Персонал магазина в течение 2 месяцев проходил обучение у специалистов из Москвы. Для сотрудников правоохранительных органов, желающих произвести тюнинг оружия, открыта мастерская. В ней это сделают специалисты. Кроме того, как отметил помощник главы республики по силовому блоку Даниил Мартынов, в будущем здесь откроется своего рода учебный центр для сотрудников правоохранительных органов. Ислам Магомадов, Адам Хаджиев, Магомед Мударов, Абубакар Зубайраев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости 7.